Мать погибшего в Талише солдата Карена Даниэляна недавно родила 2 мальчиков-близнецов. Они подарили семье вторую жизнь, спасли от уныния и отчаяния. Малышей назвали в честь слишком рано ушедшего сына. Солдат Карен Даниэлян должен был демобилизоваться 16 января 2018 года, но не успел. В мае 2017 он погиб в Талише, Нагорный Карабах. В Гюмри младенца назвали в честь погибшего в Карабахе солдата больше чем 17 января 2019 года Тина Даниэлян, мама погибшего солдата, родила близнецов 2 мальчиков. И чудо это почти день в день совпало с датой предполагаемой демобилизации Карена. Назвали малышей в честь старшего брата Кареном Инареком. Так родители решили восполнить пустоту, которая образовалась в душе после смерти сына. И так они смогли побороть горечь утраты и даже саму смерть. Если поменять местами первую и последнюю букву в имени Нарик, то получится Карен. Я хотела смотреть налево и направо, и видеть своего сыночка. Бог услышал меня, я вновь обняла его, улыбаясь, но только губами, объясняет Тина, и делает глубокий вдох, чтобы не разрыдаться. Я много читала в книгах о людях, которые одним глазом плачут, а другим смеются. Никак не могла понять, как такое возможно, но в палате Тины я это поняла. Она тихим и время от времени прерывающимся голосом рассказывала, что мальчики полностью изменили ее жизнь. Что первым родился Карен в 9 часов 30 минут утра, а Нарик позже, почти в 10, но на радостях точное время не запомнила. Что Нарик больше похож на Карена старшего, хотя в его честь назвали другого брата-близнеца. И как бы в подтверждении своих слов смотрит на портрет, что стоит на подоконнике, улыбающееся лицо тут же покрывается слезами. Потом приходит в себя и рассказывает, как в день, когда сын должен был демобилизоваться, во сне говорила с ним по телефону, он обещал вернуться, даже просил одежду. И мать решает отправить ему 2 пары нижнего белья. Тина умолкает, чтобы смахнуть слезы. Мама Тины растолковала нам сон, говорит, если нижнее белье снится беременной женщине, это к рождению мальчиков. И Карен к ним вернулся посредством реинкарнации. Во всяком случае, родители в этом уверены.
Его я никогда не забуду, но они в какой-то мере меня утешили. Хочу, чтобы мальчики были похожи на Карена и внешне, и характером, только не судьбой, говорит Тина, постоянно поглядывая на портрет сына. Топ-10 имен в Армении. Как родители чаще всего называют своих малышей больше, чем убитый горем отец тоже начал жизнь с нуля. С рождением сыновей он пришел в себя и даже начал ремонт. Сарибик не хочет, чтобы малышей привезли в дом, погруженный в горе. Он готовит для них красивый и светлый, полный смеха очаг. Сестра, 21-летняя Тамушек, тоже с нетерпением ждет братьев домой. Она обещала помогать маме с уходом за малышами. Все родственники и знакомые рады за семью. Какое-то особое отношение чувствуется даже в больнице. Палата Тины обставлена цветами, на одной кровати красуются два больших медвежонка, а медсестры с улыбкой сопровождают нас в блок недоношенных детей. Тина нас там знакомит с малышами. Один родился весом 2100 килограммов, второй – 1700 килограммов, они на самом деле очень похожи, но приглядевшись отличить можно. Она же кидается то к одному инкубатору, то к другому. И что-то шепчет. Мы выходим из палаты и слышим детский крик.